Селям алейкум, доброе утро. Информационное утро на телеканале АТР продолжается. Для вас в студии работаю я, Ситумер Ситумеров. Еще, наверное, все мы со школьной географии помним, что площадь Крыма составляет около 27 тысяч квадратных километров. И к чему я это говорю? То, что в России есть небольшая республика, площадь которой также составляет 26 тысяч квадратных километров, называется Республика Мордова. И что это за народ и какая связь Мордовы, крымских татар, какие есть параллели? Об этом мы сегодня попытаемся поговорить в нашем утреннем эфире. И гость нашей студии Инязер, то есть главный старейшина эрзянского народа Сыресь Болиян. Доброе утро, пан Сыресь. Я рад вас встречать в нашей студии. Шумбравалське – це ерзянською, доброго дня – це українською, кримсько-татарською, на жаль, не зможу сказати. Сабалар хайра. Сыресь, вот первый мой вопрос. Вы главный старейшина Инязер эрзянского народа, но при этом всем вам запрещен въезд в Россию. Как так сталось? Я не знаю, как так сталось, потому что официального какого-то сообщения, документа я не видел. Это все со слов чиновников и других людей. Почему запрещен въезд? Ну, можно только догадываться. То есть, вряд ли может один человек вот, в моем возрасте угрожать Российской Федерации. Наверное, просто они боятся слова, правды. Сначала было слово. Но сегодня это не мешает говорить и отсюда это слово. Я не знаю, почему запрещен въезд, если он запрещен. А вот 13 июля 2019 года на заседании Совета старейшин, проходившем в городе Чукалы Больше-Игнатовского района Республики Мордовия, Инязером эрзянского народа, то есть были выбраны вы. И уже 12 сентября вы принесли присягу Инязора, то есть главного старейшины эрзянского народа. Расскажите, пожалуйста, кто такой вот старейшина, как вас выбрали и какие вообще функции, полномочия старейшины? Это может получиться очень долгий разговор. Ну, если можно вкратце, чтобы наш зритель представлял, что я бы начал с 1236 года, но такого не буду. Значит, Раскинь-Оскс – это народное моление, которое проводится один раз в 3 года. Наш народ проводит. Очень много народу бывает на этом молении. То есть 5, 6, 7 тысяч человек. И там проводятся также выборы Инязора. Это пошло вот с подачи украинских СМИ главного старейшины. Ну, эрзяне так не говорят, они говорят Инязор. Когда-то давно это был князь, но он тоже слово русское. Он был Инязор. Это была выборная должность. Вот сейчас, последние годы, занимал этот пост Кшумантян Пергуш, Григорий Мусалев. Но вот в этом году старейшины решили, что Инязором должен быть выбран человек вне Российской Федерации. Ну, как говорят... То есть они посчитали, что наиболее эффективно он сможет реализовать свои полномочия и функции вне России, правильно? Понимаете, по словам вот Инязора предыдущего, Пергужа, это был акт отчаяния, потому что, если мы вспомним вот сегодня про последние события, они почти совпали с инаугурацией, это смерть Альберта Разина, которые этот поступок подают некоторые там СМИ Российской Федерации как вот что-то там сумасшедшее, что-то там с психикой. На самом деле это был тоже акт отчаяния, когда человек всю свою жизнь отдал спасению своего языка и народа и понимает, что он уже ничего не может сделать, это не дает результатов, кроме как обратить внимание мировой общественности, людей, которые еще в состоянии трезво, критически оценить ситуацию, вот на состояние дел с языком и с языками народов Российской Федерации. И это тоже напоминает акт отчаяния, потому что все попытки что-то сделать там, на территории Российской Федерации, на территории Мордовии, они кончаются безуспешно, потому что власть пытается показать эту должность как, ну, потом вот были комментарии или статьи даже целые, что это что-то церемониальное, вот свечу зажечь. Да, мы к этому вернемся чуть позже. На самом деле, ну, меня знают, наверное, это может быть не скромно, но просто меня знают, и последние лет 10-15 мы работаем здесь в Украине, есть эрзяне, мы работаем, книги издавали, там словари готовили, популяризовали знания про эрзянский народ. И у нас такая достаточно принципиальная позиция, что эрзянский народ в состоянии катастрофическом, это надо спасать. И они выбрали, потому что подумали, что
в Украине, как вот Украина как территория свободы, позволяет делать больше, чем если бы я был бы там. То есть невозможно на меня давить каким-то образом, невозможно выгнать мою жену или сына с работы, как это угрожается и делается. Это, много было поздравлений, но, знаете, я говорю, что это, наверное, надо не поздравления, а вроде соболезнования, потому что это большая работа, серьезная, это занимает много времени. Но, с другой стороны, отказаться тоже нельзя, потому что старейшины доверили, и это доверие мы постараемся это оправдать. Мы — это не я, а мы — это команда наша «Эрзян», которая живет в Украине. Вот как пишет Википедия о вас, то есть вы в 90-е годы учились в Киеве, и в частности однажды вы даже выходили охранять памятник Ленина от украинских националистов. Да. Было ли это? И с чем это было связано? Это было. Когда дедушка Карл Маркс был прав, то есть бытие определяет сознание. Но представьте себе, я родился и вырос в Российской Федерации, закончил военное училище среднее сначала, прослужил в армии достаточно долго. В то время я имел уже воинское звание майор, и, в общем-то, в голове у меня было вот стойко закреплено, что вот коммунизм — это истина. Истина, причем это было абсолютно, как украинцы говорят, щиро, то есть абсолютно сознательно. Потом уже с возрастом начал задумываться, но все равно как-то держалось, и ничто, казалось бы, незыблемым эти были взгляды. Но вот случилась такая встреча, нас попросил преподаватель помочь социалистам охранять около памятника. Был плакат «Володимиру Ильичу, прости нас». Я могу подробнее рассказать, только время может занять. Я взял с собой, мы занимались, там был кружок рукопашного боя, я взял с собой ребят покрепче, 2 татарина, и белорус, и я, Эрзя. И мы пошли охранять плакат «Володимиру Ильичу, прости нас». И там состоялась встреча, я не знал тогда, что это Вячеслав Черновол. То есть вы встречались с Вячеславом Черноволом, да, получается? Я не знал, кто это такой, это я потом узнал от ребят. Но он меня просто, как это говорят, купил всего, там, со всей этой коммунистической идеологией. И это был первый камень, который вот ударил в эту систему такую хрупкую, как оказалось. Он услышал... Систему ваших ценностей того времени. Не то, что ценности, я не был фанатом, но в военное училище вступил в партию. Но просто он был очень умным человеком, очень тактичным человеком. И в отличие от окружающих, которые как-то пытались оскорбить, например, там сорвать, он очень корректен был. Он услышал, он подошел и сказал, опять недословно, как мы собрали, там уже вспомнили, он говорит, что ребята, вы молодцы, у вас активная жизненная позиция, смотрите, вы охраняете, а за что вы просите у него прощения? То есть, мы тоже были подкованы, говорим, наверное, мы не сберегли вот того, что добились наши деды, Ленин. Да, а вот я слышу, у вас акцент есть. Хотя я по-русски, вот как сейчас говорил, как он это услышал, я не знаю, и вы не русский. Я говорю, да, я не русский, я Эрзя. А вы Эрзя? А он у нас отбывал там в лагерях, этих мордовских лагерях. И он начал мне рассказывать про мой народ то, что я, в общем-то, еще не знал даже. Слышал, там что-то понимал. И все, трещины пошли, а потом уже было дело времени и с последующих событий. И вот, как говорится, далее, и вы решили охранять после этого разговора с Вячеславом Черноволом не Ленина, а свою родную культуру. Это не сразу так. К культуре у меня уже было свое отношение, там какое-то, были встречи, были какие-то уже движения. Это не было сразу. Ничего в жизни не бывает, только в кино бывает. Раз, проснулся, и ты другой человек. Прошло какое-то время, были другие встречи, были интересные встречи. Вот в Германии была женщина, жила Ингрид Ольснер. Очень интересная встреча состоялась. И мы потом дружили. И вот то, что она рассказывала, тоже не вписывалось в вот эту стройную систему мировоззрения. А вот касательно вашего назначения, хотел бы опять вернуться к нему. Власти, например, в Саранске, глава Саранска Петр Тултаев раскритиковал ваше назначение. Давайте послушаем, что он сказал. Старійшина – це голосно сказано. Коли 10-15 людей оголошує «ми вибрали царя», це викликає тільки посмішку. Він живе десь в Україні, а ми живемо в рідній Мордовії, і ми його не бачили. У нас є з'їзд мордовського народу, де обираються делегати від народу і керівник громадської організації.
Вот что во всем этом примечательно, знаете, я вот когда сравниваю подходы российских политиков, они практически идентичны. Вот точно такое же говорят, например, представители Меджлиса крымско-татарского народа. Вот они сейчас не в Крыму, они якобы вас бросили, они сейчас в Украине. То есть вот риторика одна. Вот мы с вами здесь, вот мы ваши эти, как говорится, руководители. А те, кто не здесь, они сейчас вот... Тут точно такое же мы слышим сейчас про вас. Я был не назначен, я был избран. Что бы я сказал Петру Тултаеву, я его знаю лично. Это не вызывало сомнений у власти выборы Инязора предыдущего в течение там нескольких сроков. Это ни у кого не вызывало никаких претензий, это было нормально. Им не понравилось, что выбрали именно человека, который по-другому смотрит на многие вещи, чем власть. И поэтому это был Атянезем, это был совет старейшин. Все прошло точно так, как проходило всегда. Та же самая церемония, ритуал там и все прочее, кроме инаугурации, которая прошла здесь. Поэтому были статьи после этого, что да вот он там далеко. Меня не избрали Инязором Российской Федерации, меня не избрали Инязором эрзянского народа. Эрзянский народ живет в Российской Федерации, в Казахстане, в Украине, в Эстонии, в Финляндии. И любой эрзянин, это нормально, может быть избран Инязором. Тут нет никаких нарушений. Ну, конечно, им хочется там рассказать что-то про нелегитимность. Съезд мордовский, он сегодня последний день в Саранске идет, он идет действительно. Выборов на этот съезд никаких не было. В основном это были представители региональных организаций, мордовская организация. Это были районные представители, были приглашенных много. И уже столица С, такая газета есть, столица Саранска, уже выпустила статью про это. Про этот съезд, мы посмеялись вчера, потому что, видимо, есть проблемы и с журналистами, есть проблема с пониманием, что вообще происходит. И статья для нас выигрышная, потому что показывает, что это был, не рассказать, как хорошо все, про то, как православная церковь помогает сохранять эрзянский народ, тоже достаточно несерьезно. Потом у них нет представления, что такое национализм. То есть вот на этом поле, мы же вот играем на правом поле, цивилизованном. Они нам проигрывают, потому что они привыкли, что они сказали, все равно, что сказал, и это нормально. Петр Тултаев на одном из Раскинёскс в 2013 году позволил себе такую фразу, например, наш Инязор Пиргуш был награжден орденом Креста Святой Земли Марии. Президент Эстонии вручил. Это очень серьезная награда. И на одном из Раскинёскс мы зачитали приветствие президента Эстонии. На эстонском и на эрзянском. На русском не прочитали. И вот это вызвало просто бурю возмущения. И господин Тултаев позволил себе сказать, что а кто вам мешает, вот вы сокращаетесь, размножаться, вот давайте закончится Раскинёскс и разойдитесь и разбежайтесь. Это вот хамское, абсолютно хамское отношение к народу, хамство как образ жизни власти Российской Федерации. То есть такое впечатление, что у них просто утрачено, чувство самосохранения, то есть он может сказать, что хочешь. Поэтому как-то комментировать еще я не могу. Перейдем к тому, что происходило в Украине в 2014 году. Исходя из того, что мне удалось узнать, вы активно поддерживали революцию на Майдане, то есть вы были волонтером, помогали. Также есть информация, что вы были избиты беркутовцами. Позднее вы также принимали участие в боевых действиях в АТО. И в то время, когда на Майдане проливалась кровь, в Крым заходили зеленые человечки, те люди, которые впоследствии оккупировали Крымский полуостров. Какие были у вас мысли тогда? Вот вы военный человек, когда вот находясь на Майдане, видите, что происходит здесь, и там вот как втихаря, как говорится, в крысу, пока здесь проливается кровь, они оккупировали Крым. Это обычная практика. Если мы вспомним историю вообще государства российского, как бы оно ни называлось, это обычная практика показать что-нибудь, оправдывающее, как нападение на Финляндию, обстрел со стороны Финляндии якобы, как с Грузией, нападение Грузии на Российскую Федерацию, как в случае с Украиной о входе в Крым. То есть все было сделано подло, по-хамски, рассчитано на свою силу, что кто нам может помешать. И когда российские граждане говорят, что да вот нас там нет, или там мы тут ни при чем, они все прекрасно понимают, просто это нравится, это греет душу такому доморощенному шовинисту, что вот видите, мы сделали, а вы попробуйте докажите.
Как военный человек, если вы имеете в виду вот этот, мое мнение расходится с точки зрения многих людей, которые говорят, надо было защищать Крым. То есть, я военный человек, я подполковник, у меня военное образование, то есть мы не могли тогда защитить Крым ничем, у нас не было армии, то есть у нас не было чем. Бригада грузилась на эшелон там, полторы-две недели, а нужно было еще разгрузиться. То есть это была идея фикс, мы бы просто утратили свои основные боеспособные силы под Крымом, и тогда ничего бы нас уже не защитило, и мы бы были не в сегодняшнем положении. Вернемся к эрзианскому народу. Вот, согласно переписи населения в 2010 году, в России представителями мордовской национальности себя назвали более 750 тысяч человек. При этом эрзианами себя указали 57 тысяч человек, а макшанами 4700, чуть менее 5000. А кто же тогда все остальные? Ну, остальные, тут такая интересная история. В 1928 году коммунисты, большевики сказали, можно все, и начали заигрывать с национальностями, и создали Эрзиано-Макшанский национальный округ. После этого на каком-то из утверждений этого решения было принято решение назвать словом «мордовский», «мордва». «Мордва» — это прозвище Эрзиан и Макшан одновременно, двух народов. Каким образом сейчас это используется? Опять такая вот цинично. То есть мордовский народ, как бы есть мордовский народ, нет мордовского языка, нет мордовской культуры, нет мордовской истории, традиции, ничего нет. И спасать нечего, то есть и хранить нечего. А вот Эрзианский и Макшанский в этом тонет. И поэтому, когда еще при власти был Меркушкин в Мордовии, они пытались собрать как можно больше мордвы, то есть вот в кавычках мордвы, там, сделать, чтобы его был миллион, и это каким-то образом использовать вот на этом внутреннем рынке этих политических всех торгов в Российской Федерации. И когда перепись велась, просто заставляли писать себя мордвой или не спрашивали там, ну, ты же мордвин, и пишет там, например, переписчики. Ну, нашлись люди, которые сказали, нет, я Эрзя, или нет, я Мокша, Макшан меньше, Эрзян больше, но такие люди нашлись. Эта политика продолжается вот в связи с упомянутым съездом, опять съезд мордовского народа. Но есть народ, не может быть народ без языка, нет мордовского языка. Остальные все, кто-то считает себя Эрзей, кто-то считает себя Мокшей, но я думаю, что все процессы вот эти вот, как изменение сознания народного, они не линейные. Я думаю, что ожидает очень серьезный всплеск, когда люди будут понимать, что они не мордва, они Эрзя, они Мокша. То есть это своего рода целенаправленная политика Российской Федерации, ну, как, может, грубо ее назову, мордвизация. Да, то есть мордвинизация. Смотрите, у эрзян дела плохие, у макшан дела плохие, а у мордовского народа хорошие. И вроде как, все нормально. И они откровенно лгут на этом съезде, что открываются новые дома культуры. Там, ну, не называйте ремонт старого дома культуры открытием нового. Например, там, у нас закрываются школы. Позапрошлом году закрылось 23 школы в Мордовии. В прошлом году 4 школы в Мордовии. Сколько их закрылось за 5 лет? Вы знаете, вы сейчас говорите, я прямо вот все это вижу в Крыму. Так, потому что это одно и то же самое. Потому что у нас один противник, один недоброжелатель, один враг. Я не боюсь это говорить. Это враг. То есть человек, который уничтожает твой народ, можно, конечно, дипломатично называть его по-всякому, но это враг. То есть отношения с врагом может быть однозначно какие, да? Вот вы сейчас говорили, что, зная, что есть народы Эрзя, Мокша, ну, пропагандируется, скажем, название именно мордовца, да, то есть мордва. А вот что примечательно при этом всем, власти Российской Федерации, крымские там коллаборанты, чиновники очень часто заявляют, вот, говоря про крымских татар, татары. Да-да. И при этом преднамеренно упуская слово «крымский». Это вот что-то схожее с тем, что вот происходит, ну, конечно, у вас? схожее. То есть нужно увести разговор в сторону, нужно... Какие татары? Какой-то вот этнос непонятно. Ну, да. Ну, это один и тот же метод. То есть один и тот же метод, тут удивляться не приходится. Что касается крымских татар, насколько мы знаем из истории, то были же движения из наших земель туда, в Крым. То есть 4 иля, это, может, ошибочная информация. И поэтому есть много чего общего у нас. Касательно вот языков Мордовии, культуры, традиций, вот на каком уровне? То есть Россия сейчас, мы понимаем, уничтожает это все. То есть, вот, эти школы закрываются.
Есть ли вообще, остались ли вообще вот те, кто, вот, скажем, хорошие специалисты в языке? Вот в каком положении вообще сейчас язык? Ситуация критичная, критическая ситуация, но остались люди, которые говорят. Есть писатели, есть журналисты, есть просто волонтеры или люди, которые активисты Ерзянского движения. Но насколько этого всего хватит? Есть даже дети, которые в школах пишут на Ерзянском, но это тоже единицы, потому что язык же сохраняется не в мавзолее, язык сохраняется, когда он живет и меняется вместе с окружающей средой. То есть меняется ситуация, меняется что-то в мире, меняется язык. А когда говорят, вот мы сохраняем, они имитируют такую деятельность, и это вот напоминает, как бы сказать, подготовку нас к тому, чтобы мы пропали в пляске, там, напевая там, или что-то еще. Поэтому мы говорим, нужно открыть Ерзянскую гимназию, нам нужна элита, нам нужно подготовить человека, который в школе обучается на ерзянском языке с 1 хотя бы по 4 класс, чтобы закрепить язык. Да? Это недорого, это, думаю, миллионов. То есть, это все не делается? Не делается, но зато делается много, например. Тратятся деньги, отпраздновали в 2011 году отпраздновали тысячелетие воссоединения мордовского народа с народами России. Это 1011 год. Ну, какой мордовский народ и какие народы и какой России? Но 30 миллиардов рублей на это было потрачено. Теперь, вот эти все фестивали, катание на пароходах по Волге, это бешеные деньги. У нас 3 месяца не издается журнал «Сятко». Ерзянский «Сятко». Вот 2 номера издали, благодаря там нашим движениям тоже. И на выпуск одного журнала нужно было 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей и 30 миллиардов рублей на праздник, на празднование тысячелетия. То есть имитация деятельности, праздники, фейерверки. Ну вот, ты не отвлекайся, там потихонечку умирай, а мы красиво отметим твои похороны, и деньги на это есть. Перейдем немножко к истории опять. 20 декабря 1934 года была создана Мордовская автономная Советская Социалистическая Республика. Если можно вкратце, то есть вот тот формат какой-то автономии, да, вроде как своей государственности, в то время помогала ли вот, народам Мордовии самосохранению? Она помогала, но, наверное, это не благодаря. А вот смотрите, это постоянно в России. Можно все. Помните Ельцинское региона? Можно все. Так было и в 28 году. Это еще началось создание автономного округа. То есть коммунистам нужна была, большевикам нужна была поддержка. Нужна была поддержка и тех регионов, вот Идель-Ураловских, Поволжья тоже. Они, можно все. Они говорят, да, тогда мы делаем Идель-Урал, вот Башкортостан и Татарстан, делаем одну республику. Вот это нельзя. Это нельзя. Когда нам сказали, можно все, то у нас к 30-му году было 15 педучилищ, которые готовили учителей ерзянского языка. У нас было 10 периодических изданий. Можно все. Ну, это во многом благодаря тому, что была подготовлена элита участием в экспедиции Паасонин, это финский исследователь такой нашего языка, и Макшанского тоже. Но в 1937 году большевики решили, что все, можно уже не все. И все вот то, что выросло, все, что решилось делать что-то активно, оно было все уничтожено. В украинской мове я дуже красиво провіднаверство, да, вот ведущий такой, как сказать по-русски, не знаю. Но 1800, 1500, 1800 человек было расстреляно, 8 тысяч человек было разослано по лагерям, и мало кто из них вернулся. Замечательный писатель Кулдуркаев наш 20 лет провел в лагерях за свой эрмесь, за творение, которое можно с эпосом сравнить народным. Это было как бы, вот это я не сторонник теории заговоров, но такое впечатление, что это было вот, сделали, чтобы посмотреть, кто там есть из активных, вот активной части народа, и потом его уничтожить. И это было у всех народов, это же не было такого у ерзян. Ну, по сути, вот вы уже это отмечали, что вот какой-то всплеск был, вот якобы помощь вот этим народам, но это была изначальная цель привлечь их, поддержать, а потом, когда уже власть утвердилась, некуда было деваться. То же самое и в Крыму, понимаете, когда они поняли, что крымско-татарский народ, он отличается своим взглядом на мир, своими традициями, своей культурой, непонятными для них традициями. Зачем человеку вот не пить, там, соблюдать какие-то нормы, и это же поэтому. А Крым привлекательная территория, и что нужно сделать с народом? Нужно уничтожить. Как уничтожить? Разбросать по свету, чтобы не было, опять же, школ, не было где зацепиться вот за своим корнем.
И вот в 1993 году уже была создана Республика Мордовия. Ну, вот как сейчас она живет? Вот насколько в рамках Российской Федерации? То есть это жизнь или выживание? Ну, опять же, смотрите, опять же, тот самый вариант ельцинский, можно все. И когда это же кто называет Россию Россией, не совсем правильно, это же Российская Федерация, и есть субъекты Федерации. И вот тех времен договора, они никуда не делись, они предусматривали, что это республика, где президент избирается, это по отношению к другим республикам тоже. То есть есть какая-то свобода, но первого президента действительно выбрали. То есть хорошо, правильно, неправильно, были соблюдены нормы, там не соблюдены нормы, но его выбрали. А сейчас же ничего не выбирается, он просто назначается, и он руководит, ну, для чего это сделано? Понятно, для чего это сделано. Чтобы можно делать, что хочешь. И вот что интересного лично я для себя открыл, изучая вот вообще материалы о Мордовии, что от 4 до 5% населения Мордовии составляют заключенные. Да. И что примечательно, что более 30 колоний, то есть тюрем, находится на территории Мордовы. Просто вот для сравнения, при населении 700 тысяч. В Санкт-Петербурге 5,2 миллиона населения, там всего 6 колоний. И вот таких цифр много. То есть каждый 5 человек из 100 в Мордовии это зэки. То есть с чем связано то, что Мордовию по сути превратили в какую-то колонию? И вот добавлю, что у России какой-то интересный взгляд. Вот Мордовию превратили в колонию. Вот сейчас Крым, по сути, превращает в такую военную базу российскую. То есть все вот эти республики Россия как-то, получается, рассматривает так, как вот считает нужным для себя? Ну, де юре это республики, а де-факто это оккупированные республики. Потому что, ну, не в Москве же размещать колонии, то есть и не в Питере. Поэтому вот в регионах они выкачивают, добывают ресурсы, которые продают, деньги используют. А нашим республикам колонии, то есть заводы, которые утилизируют, уничтожают мусор и все прочее. Политика не поменялась. То есть отношения как прежде, ничего не поменялось. То есть формально вот проводятся праздники, все у вас хорошо. А на самом деле, ну подумайте, эти же люди на протяжении на протяжении долгого времени, они же выходят, например, там, ну да, система такая правосудия, что там бывают разные люди. То есть, может быть, и невинные люди попадают, но все равно, опять, бытие определяет сознание. Человек выходит из лагеря, остается там жить, он формирует общественное сознание, и их много. И учитывая, что вот татар примерно столько же, ну, можно понимать, что их еще больше, потому что, ну вот сейчас, то есть это же, как бы сказать, не константа какая-то, то есть они приходят, женятся, живут, формируют вокруг себя какое-то общество, и вот такая возникает лагерное мышление, что ли, скажем так, лагерный образ жизни, и многое из этого, оно переходит в жизнь других людей. Конечно же, это получается, имеет непосредственное влияние потом на самосознание какого-то народа. Это очень опасно, поэтому если держите своих преступников в своих регионах, конечно, пожалуйста. А мы будем, это мы уже там о будущем, то есть я не сомневаюсь, что Эрзянь Мокшань Мастер, она будет. И одно из требований наших, в первую очередь, что там не должно быть свозиться люди со всех республик для того, чтобы там отсиживали. А вот говоря о своей осознании самоидентичности, вот хоть и по сути какая-то, ну, формально на бумаге республика существует, но коренные народы вот хотят ли создать свою государственность, чтобы она вот непосредственно была не формальной на бумаге, а вот реальной? Есть люди, которые хотят. Но как в любом народе, можно сказать так, хотят ли украинцы мира с Россией? Кого мы будем спрашивать? Ну, скажем, ну да, есть люди, которые хотят. Есть люди, которые говорят, а какого мира? Мира, превратившийся в Юго-Западный федеральный округ? Или мира, в котором Украина продолжает оставаться самостоятельным, независимым государством, которое само принимает решения? То есть вопрос такой, есть люди, которые мечтают о том, чтобы наш народ жил свободно, чтобы наш народ сам решал, как ему жить, потому что мы видим примеры, как живут наши братья финны, как живут наши братья эстонцы. Почему мы так живем на протяжении многих столетий? Мы что, ленивее? Или мы глупее? Или мы что?
В чем причина? Ну, причина, вот можно рассмотреть на примерах Эстонии и Финляндии. Ну, говорят, Финляндии Россия подарила там независимость. Извините, в 1939 году финны доказали, что они не хотят никакой братской помощи от Советского Союза тогда, но фактически это от России. Вот возникает такой вот вопрос отсюда. Многие говорят, что тот путь, по которому сейчас Россия идет, он придет к тому, что Россия рассыпется, развалится. Вот вы как считаете, это вообще возможно, нет? Это необратимо, то есть процесс необратимый, потому что когда меня обвиняют, есть люди, которые говорят, Болькин хочет развалить Россию, да, Российскую Федерацию. Ну, смотрите, есть что-то хорошее, там, бетонное, да, например, и вот развалить ее невозможно. Тем, кто сомневается в том, что Российская Федерация развалится, я не разваливаю Россию, она сама разваливается. Я напомню, что Советский Союз был в разы могучее. Советский Союз, армия Советского Союза была в разы сильнее. Был Варшавский договор, были связи со всем миром, было много друзей, и конъюнктура рынка вот этого углеводов, она была лучше. И он развалился. Российская Федерация унаследовала все причины развала Советского Союза. До одной добавила причин, усугубила причины тем, что рассорилась, напала, оккупация и прочее, прочее. И Россия вообще-то, когда мне говорят, ты враг, ты не любишь русских, то есть нельзя не любить какой-то народ. Что значит не любить русских? У меня мама русская, кстати. Вот. И я говорю так, что Российская Федерация, то есть конец Российской Федерации не означает уничтожение русских. Там, это означает начало другой совершенно жизни. Никто не может повлиять. Она разваливается сама. Вот вы являетесь одним из сооснователей гражданского движения «Свободный Идель Урал». Что это за движение и от кого хотите освободить? Ну, опять, вот смотрите, вот эта вот политика, которую ведет бывший Советский Союз, сегодняшняя Российская Федерация, она одинакова по отношению к крымским татарам и ко всем остальным народам, которые у себя в Российской Федерации живут. И поэтому вот эта политика, которая ведется на протяжении последних 100 лет, разделяя властвуй, перемешивая и властвуй, они перемешали настолько народы, чтобы исключить возможность отделения кого-то одного. То есть декларируется, что право на отделение, на самоопределение, пожалуйста, да. Но как, например, определяться, если Башкортостан и Татарстан границы перемешали, людей поссорили, между прочим, много чего сделали. Это касается всех остальных народов. И вот общаясь с представителями других народов, мы поняли, что наше будущее исключительно в том, чтобы объединяться. Объединяться, то есть это речь идет о Поволжье, Идель по-татарски это Волга, то есть речь идет о Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Марий-Эл и сегодняшняя Мордовия, завтрашняя Рязань и Макшаня. Да, это очень долгий и трудный путь, но у нас просто выбора другого нет, потому что если мы будем отделяться, ну, вот представьте себе, там Башкортостан и Татарстан отделяются, да? Есть спорные территории. И вот это будет использоваться, как они это используют повсюду. То есть перессорить. Поэтому мы говорим, нет, смотрите, в тех же самых границах, те же самые республики. Но мы говорим, федеральный центр, федеративный центр не выполняет своих обязательств. Он обещал нам то и то. Он этого не делает. Поэтому дело спасения утопающего, дело рук самих утопающего. Поэтому объединяясь, мы говорим, не лезьте к нам. Вот мы сами в середине решим. То есть татары, которые проживают, например, в Рязани и Макшане, они гарантированно получают то, что они хотят, так как эрзяне в Татарстане, или эрзяне в Чувашии, или эрзяне в Удмуртии. Да, нужно договариваться. Это то, что мы пока не очень хорошо умеем, но у нас нет выбора или. Поэтому... А вот говоря, опять-таки, о России и Крыме, вот Россия обещала очень, по сути, золотые горы для крымских татар. Но, как мы видим, это не золотые горы, а горы похищенных, осужденных, обвиненных в терроризме, в экстремизме и тому подобное получилось, по сути. Чего на самом деле стоит ожидать крымским татарам? Вот некоторые, на самом деле, к счастью, их очень мало, но они все-таки вот питают какие-то иллюзии, надежды, что что-то вот Россия даст им хорошее. Ничего не даст хорошего, потому что нет цели такой дать хорошее. Ну кому, давайте вспомним, кому было что-то дано хорошее вот со стороны Советского Союза или Российской Федерации?
Да, там вкидывались деньги в разные страны. Сейчас вот 20 миллиардов в Африке простили долгов, например. Зачем это делается? Ну, нужно влияние в Африке. Вот они где-то делают. Опять 20 миллиардов. Журнал «Садко» 30 тысяч рублей. То есть ничего не делается не просто так. Чего-то ожидать от них нельзя, потому что не может быть в Российской Федерации, что, например, в Рязани живут вот так, а в крымские татары будут жить классно, все в шоколаде. Идет политика ассимиляции, и опять вот этот съезд мордовский, главный тезис какой? Создание единого культурного кода. То есть, вряд ли кто-то из них может сказать, что это такое, но это ожидает все народы. И крымских татар в Крыму тоже. Нельзя ожидать что-то от человека, который на тебя уже, скажем так, ну давайте вспомним депортацию, давайте вспомним 2014 год, а потом мы говорим, а давайте вот договоримся. И как здесь в Украине многие, в Украину тоже ничего не спасают никакие договоры. То есть цель не та, чтобы договориться. Чтобы договориться, не надо ходить в Крым, не надо организовывать войну на Донбассе. Можно было договориться раньше. Цель совершенно другая. И я думаю, что это наивно ждать чего-то хорошего. А вот смотрите, насколько я понимаю, вот для власти России очень важно было на момент оккупации установить какой-то контакт, постараться привлечь на свою сторону крымских татар. Вот мы вспомним, что единственным политиком, которому позвонил Путин во время вот этого всего, что происходило в 2014 году, это был не какой-то депутат Украины на материковой части, это был Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа. Вот ему он позвонил, но Мустафа Ага свою четкую позицию дал, и вот с ним не получилось. Но они продолжают вот искать каких-то крымских татар более-менее авторитетных, их как-то взращивать, культивировать, прививать, что вот они какие-то лидеры и тому подобное. Чем важен для решения крымского вопроса для России вот крымско-татарский народ? Ну, нужно хотя бы сделать лицо красивое, вот когда ты что-то плохое делаешь. Что касается вот этих обращений к интеллигенции крымско-татарской, то есть высказывание такое хорошее, что для народа нет ничего, нет страшнее врага для народа, чем его интеллигенция, которую воспитала оккупант. И это они пытаются сделать, привлечь на свою сторону. При этом мы понимаем, что многие люди там жили где-то в других местах, где они были подвержены вот этой вот идеологии, пропаганде, вот Россия великая, вот мы патриоты в первую очередь. Россия уже потом своего народа, это вот все с ног на голову. И я знаю, что была делегация из Татарстана, тоже они хотели тоже убедить, что там все классно. И я помню, что их просто спросили, а сколько школ в Татарстане, где обучают на татарском языке. Дела, нам нужно по делам судить, не по обещаниям, а вот по делам конкретным, не по каким-то праздникам, лозунгам, а по конкретным делам. С этим будет сложнее. Если мы будем судить по делам, мы много на что поменяем свои взгляды. И я думаю, что крымским татарам, которые находятся там, и не только крымским татарам, а вы знаете, там же ирзян много, там очень много ирзян и макшан много. И меня всегда удивляло вот это вот со стороны, это не про крымских татар, когда человек бежит из тех мест российской глубинки, в Крым ли, в Украину ли, бежит от тех условий, а потом тянет те условия к себе сюда. Вот ну где логика, то есть совершенно непонятно. Нужно не забывать крымским татарам, что они, во-первых, что они за народ, это гордый народ, это очень красивый народ. Я с удовольствием читаю стихи. Знаете, наверное, когда мы вернемся домой всем народом, придется вам вспомнить, откуда мы родом. И этот момент придет обязательно. И тогда спросят, кто ты был, что ты делал. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. А нашим телезрителям я напомню, что на студии был главный старейшина эрзянского народа Сыресь Болеянь. Большое спасибо. Спасибо вам за интерес. Сейчас же, дорогие телезрители, эфир телеканала АТР продолжит программа «Заман». Буквально через 5 минут Эльвина Сейтбулаева расскажет самые свежие новости. И мы же вернемся в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с АТР.